Ағайын, мен дүниенің бір 60 мемлекетте болдым. Қазір 21-ші ғасыр. Заман өзгерді. Біз өзгеруіміз керек. Ертең кезде не болатынын білмейсіз. Уважаемые коллеги, мир настолько изменился сейчас, даже трудно ожидать завтра, что будет. Это глобальное потепление, нехватка воды, продовольственная безопасность, 1,5 миллиарда в мире голодает, социальные, экономические, политические конфликты. Никакие институты сейчас, начиная с G8, ООН, никто не может на это ответить. Поэтому, уважаемые коллеги, пришло время перемен. Прежде всего, сознание людей. Изменение даже мировой психологии. Возрождение духовно-моральных ценностей. Человеку, одним словом, пора навести порядок в собственном доме. Давайте войдем в наш казахстанский дом. Среди полного беспорядка, сегодня что сказано, я хотел бы только на 2 проблемы касаться. Это проблема наукой, научно-технический прогресс, куда мы идем вообще. Образование, конечно, основа. Поэтому без решения этих проблем нет вообще будущего. Я вам скажу, кризис будет продолжаться, как минимум до 2020 года. Почему, спрашиваете? Потому что идет смена технологических укладов. Нужна новая научно-техническая революция. Развитие государств переходит на 6-й технологический уклад. Это нанотехнология, биотехнология, геоинженерия, космическая технология, информационно-коммуникационная технология. Мы на нулевом уровне находимся. Вот о чем надо думать. А кто ответит на этот вопрос? Это наука прежде всего. Поэтому я хочу сказать, когда на этот вызов, если должна ответить наука, а наша наука после уничтожения Сатпайской академии наук как государственное учреждение находится в полном провале, за исключением отдельных энтузиастов. Закрытие Национальной академии наук как государственного – это непростительная политическая ошибка века. Я повторяю, это политическая ошибка века. Какие-то ошибки возможно простить, но эту ошибку нельзя простить. Вот в послании было сказано, на науку поднимем до 3% от внутреннего валового продукта. Что это означает? Мы сейчас финансируем науку всего 0,16% внутреннего валового продукта. Значит, надо 20 раз поднять. 20 раз, представьте себе. И по укладу, по развитию мы 160 лет отстаем по технологическому укладу. Пока мы войдем в 30, что остальные страны будут спать? Количество научных работников в 1991 году было свыше 42 тысяч научных работников. Сейчас еле доходит 20 тысяч. 2 раза уменьшится. С кем мы тогда, с какими кадрами войдем тогда, с кем будем? Поэтому утрата научно-технической политики, научно-технической самостоятельности – это главное. Вот тогда мы останемся действительно под колпаком и Соединенных Штатов, и Китайской Народной Республики, и России, и Индии на то пошло. Поэтому я конкретное предложение хочу по этому поводу сказать. Дал предложение о реформировании казахстанской науки президенту, получил отписку от чиновников. Конкретно что надо делать нам? Первое. Нужно создать государственный комитет по науке и инновациям в нашем государстве, чтобы другие министры все подчинялись в области науки, научной политики этому государственному комитету, чего нет сегодня. Объединить все фонды, по всем министерствам, ведомствам научные фонды. Объединить один, сделать национальный научный фонд Казахстана, как в Соединенных
академикке тиет, соны бір мен оқырым. Өкінішке орай. Ал енді отдачи никакой адрес емес разных академий. Как в Российской академии наук создать один единственный академию наук, как Сатпаевский в бывшее времени Национальная академия Республики Казахстан. По регионам Алмата, Астана, где имеются крупные научные центры, образовательные создать научно-инновационные кластеры по регионам 5-6. Теперь главная оплата труда. Конечно, везде зарплат не хватает. Но доктор наук, это вершина науки, получает, когда вы заходите где национальные компании, это зарплата сторожей. Вот до такого уровня нас оценили науку сейчас в Казахстане. Я, как бывший директор, хочу сказать, раньше директор научно-исследовательского института получала 100 тысяч рублей. Академик-директор. Первый секретарь первой категории обкома партии получал 600-650 тенге. Министр получал 450 тенге. Сейчас былай айтқанда ғалымдардың миы толық, қалтасы тесік. Әкімдердің миында не бар екенін білмеймін, қалтасы толық. Свои академические стипендии он, оказывается, пересчитал этим сиротам в свое время. Недавно мне этот бывший министр финансов Басула говорил, вот Хонаев так делал, кто-нибудь сегодня делает наших мужей государственных? К сожалению, нет. Есть образование. Образование действительно, дипломы только стали у нас главными. Дипломы. Далее. Сейчас я конкретно вам говорю. Вот, уважаемые коллеги, закрыли защиту кандидатской докторской диссертации. Вы знаете, да? Закрыто в Казахстане. Нигде в Мексике не закрыто это. Значит, крест поставлен на науку. Вот сейчас заключили договор Евразийский экономический союз. Там написано, сейчас там написано, что признается ученой степени кандидата доктора наук. Если у нас нет их, защиты нету, кого будем признавать мы? Зато в России защиты идет кандидатский докторский, в других странах СНГ идет докторский. Значит, мы остаемся без перспективы, можно сказать. Вот основной итог нашей науки, образования, политики такой. Поэтому в этом отношении я хочу конкретное предложение сделать. Как быть? Два вопроса здесь предложения. Во-первых, качество образования. Нужно провести конкретное предложение, я делаю, международный аудит по качеству образования и профессиональной компетентности преподавателей. Тогда более 50% вузов автоматически закроется, вам скажу. Біздің мемлекет саналы түрде білім ошағын тек пайда, ақша, коррупция тауға айландырды. Бұл қоғам деградацияға алып келіп отыр. Әр министр келеді, жауап береді, бірақ қолынан ештеңе келмейді, коррупциялық система өте жоғары деңгейде. Енді тағы бір мынандай жағдай, себебі бір министерство, білім ғылым министрлігінің өздері тексереді, өздері ашады, өздері жабады. Ал енді шетел мемлекеттерінде бар, надзорный орган дейді. Ол егер вуз жұмыс істемесе, сол айтады, жабылады, бітті. Екінші нәрсе, вузы, профтехобразование, колледжах студентов необходимо обучать, я считаю, бесплатно. Я свое обоснование хочу сказать. По моим расчетам, чтобы обучить бесплатно, сегодня 1 886 тысяч, ну 1 миллион студентов имеется, и учащихся нужно, оказывается, по моим подсчетам, 3,5 миллиарда долларов, чтобы бесплатно обучить. А в национальном фонде 100 миллиардов долларов
имеется, всего 3%. Ради кого тогда этот фонд мы держим, если на будущее поколение не будем тратить? Здесь ли как раз не коррупция, а одновременно сейчас будет коррупция составляющей. Поэтому егер айтыңыздаршы, әрқайсысы айтты сұрайды. Ауылдан келіп отырсыздар міне қазір. Қайсыңыз 500 мың, 600 мың, 700 мың теңгеге балаңызды оқытасыздар? Жоқ қой. Ауылдан ақшаны оқытпаймыз. 3% екен ұлттық қордан. Келісесіздер ғой осыған? Онда резолюция осыны жазайық. Особо я хочу сказать, сфера образования, профтехобразования, колледжи выпало абсолютно в сторону. Раз среднее звено выпало, значит экономика производства нету деген сөз. Кім істейді? Скажите, кто слесарь? Кто сварит сейчас? Нету таких специалистов на стало. В автосервисе есть. Поэтому Англия, даже Англия, в 2005 году, увидев, что их среднее звено производства наполняет приезжие, они приняли реформу образования. И основном акцент делали на производство технического образования, на колледжи. А у нас это почти на нуль, этот вопрос нерешенный. Если мы бітірдім, уважаемые коллеги, перспективы развития мировой экономики связываются с формированием инновационной экономики. Здесь главное это новые знания, наука, новые технологии. Вот куда надо вложить инвестицию. Я как ученый могу сказать, егер в течение 2-3 лет вот это системное преобразование в области науки и образования не будет, мы навеки останемся у обочины цивилизационного поезда последний вагон мы не сядем 100%. Какие бы реформы не делали бы. Сондықтан айтайын дегенім, мынау тағдыр бізге соңғы шансты беріп отыр. Мына қазақтың мынау ойлан қазақ деген сөзі соның көкесі енді келді. Енді ойланатын уақыт келді, әр адам ойланатын уақыт келді. Мына қайда бара жатқанымызды әрқайсымыз ойланайықта, содан мына құлшылдық психологиядан арылсақ, онда бір